Примите мое признание, примите мое искреннее уважение к вам, к Шриле Прабхупаде и к самой нашей теме. И тема у нас Шримад Бхагаватам. Это лучшее, что может с нами вообще произойти в этой жизни. ჰარე კრიშნა ძვირფასო ერთგულებო გთხოვთ მიიღეთ ჩემი გურთფელი თაყვანისცემა აღიარება და ჩვენ დღეს თემა გვაქვს შრიმად ბჰაგავატამი და ეს საუკეთესო რაც შეიძლება იყოს ჩვენს ცხოვრებაში. Шримад Бхагаватам– это олицетворенный Господь. შრიმად ბჰაგავატამი არის გაპიროვნებული უფალი. И задача у нас правильно попробовать использовать такие благородные слова, как «пожалуйста», «простите», «благодарю». და ჩვენი ვალია რომ კარგად სწორად გამოვიყენოთ ეს სიტყვები სამი სიტყვა რაც არის მაპატიე, მადლობა და მაპატიე, მადლობა და მესამე რა იყო? Пожалуйста. გთხოვთ. Если это возможно, значит. ანუ თუ ეს შესაძლებელია. Да. То есть сама процедура отношений, она выражает культуру взаимоотношений между душой и Богом и между душами. თვითონ ურთიერთობის პროცედურა გამოსახავს კულტურას ამ ურთიერთობისა სულებს შორის და სულებსა და ღმერთს შორის. И что поразительно для нас, людей Кали-юги, мы сталкиваемся с высочайшим проявлением культуры даже между врагами. და ჩვენ რაც საინტერესოა კალიუგაში ვეჩეხებით იმ კულტურის უმაღლეს გამოვლინებას მტრებს შორისაც კი. Это так удивительно. В Рамаяне также есть пример, когда Хануман и Кумбхакарна должны были сразиться. Перед этим мы видели, как благородно они друг с другом поступили. და რამაიანაშიც არის ეს მაგალითი, როდესაც ჰანუმანი და კუმბჰაკარნა ერთმანეთს უნდა შებრძოლებოდა, მათ ძალიან კეთილშობილად მოიქცნენ ბრძოლის წინ. Это так красиво, что обойти это вниманием невозможно, и поэтому в Шримад Бхагаватам уделили целую главу этой удивительной вражде. ეს იმდენად ლამაზია, რომ გვერდს ვერაული, ამიტომაც შრიმად ბჰაგავატამში მთელი თავი გამოუყვეს ამ საოცარ მტრობას. То есть люди, лишенные злобы как таковой, а руководствующиеся только собственной нравственностью, культурой, в которой они должны быть воспитаны, они сильно отличаются от тех, кто находится под влиянием гун невежества и страсти. ადამიანების, რომლებსაც არ აქვთ ეს ბოროტება და მხოლოდ თავისი მორალიდან გამომდინარე მოქმედებენ, ძალიან განსხვავდებიან მათგან, ვინც უგუნურების თამების გუნაშია ჩაძირული. И вот эта красота отношений нам подается для того, чтобы мы могли заразиться этой красотой также. და ამ ურთიერთობების სილამაზე იმიტომ არის ჩვენთან მოწოდებული, რომ ჩვენც მივიღოთ ეს სილამაზე. И в этом мини-аспекте взаимоотношений, особенно между преданными, мы должны допустить, что это возможно. და ამ მინი ასპექტში ურთიერთობაში, ანუ განსაკუთრებით ერთგულებს შორის ჩვენ უნდა დაუშვათ, რომ ეს შესაძლებელია. Для этого надо просто очень хотеть удовлетворить Верховную Личность Бога и Духовного Учителя. ამისთვის უბრალოდ ძალიან უნდა გვინდოდეს უზენაესი უფლის და სულიერი მონძღვრის დაკმაყოფილება. Что же это за явление такое? Шигуру Чарана Падма, Кевала Бхакати Садма. Это реальное представление о своем собственном предназначении. და რა მოვლენაა ეს ასეთი შრი გურუ ჩარანა პადმა? ეს არის რეალური წარმოდგენა ჩემს დანიშნულებაზე. Лишенные впечатлений из гун
невежества и страсти, мы чувствуем свою идентичность духовную. Я душа. როდესაც ჩვენ გამოვდივართ უგუნურების და ავნების გავლენისგან, ჩვენ უგრძნობთ ჩვენს შინაგან მდგომარეობას, რომ მე იდენტურობას, რომ მე სული ვარ. И наша задача в том, чтобы научиться в настоящем времени ощущать жизнь, не жить прошлым и не думать о будущем, а в настоящем времени научиться считывать сценарий, который Господь устраивает для каждой души в отдельности. და ჩვენი ვალია რომ აწმყოში ვისწავლოთ ცხოვრება, არ ვიცხოვროთ წარსულში ან მომავალში, არამედ აწმყოში ვიყოთ და აწმყოში დავაკვირდეთ რა სცენარი მოუწყო უფალმა ყოველ ჩვენგანს. Это Бхагавата Пурана сияет словно солнце. Она взошла сразу после того, как Господь Кришна вместе с ним религия, знание и прочее удалился в свою обитель. ეს Bhagavata Purana მზესავით ანათებს და ეს ამოვიდა მას შემდეგ, რაც უფალმა კრიშნამ დატოვა ეს სამყარო რელიგიასთან, ცოდნასთან და სხვა დანარჩენებთან ერთად. И эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали. ეს პურანა მოუტანს ადამიანებს სინათლის, რომლებმაც დაკარგეს ხედვის უნარი ამ კალის ეპოქის უკუნით წყუდიათში. Я очень рад, что у меня есть такая удивительная возможность. Я прошу прощения, я еще недостаточно здоров. Я уже где-то 10 дней не выхожу в эфир вообще. Сегодня первый день. И простите, если я недостаточно огня. Вот так. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამაზე საუბარი მიწევს და მაპატიეთ, რადგან ჯერ ბოლომდე გამოჯანმრთელებული არ ვარ, 10 დღე ეთერში არ გავდიოდი და შეიძლება საკმარისი ცეცხლი არ მქონდეს. Шримад Бхагаватам. Шрила Санатана Госвами Прабхупада, он говорил в своей удивительной Кришна-лилоставе: «О, Шримад Бхагаватам, о мой единственный друг, შრილა სანატანა გოსვამი თავის საოცარ კრიშნა ლილას ტავაში ამბობს: "ო შრიმად ბჰაგავატამო, ო ჩემო ერთადერთო მეგობარო, о мой спутник, ო ჩემო თანამგზავრო, о мой учитель, ო ჩემო მასწავლებელო, о мое величайшее сокровище, ო ჩემო უდიადესო საგანძურო, о мой спаситель, ო ჩემო მხსნელო, о моя удача, ო ჩემო იღბალო, о мое блаженство». ო ჩემო ნეტარება. Я вновь и вновь в почтении склоняюсь пред тобой. მე კიდევ და კიდევ მოწიწებით ვიხრიქეთ შენს წინაშე. Это настроение, которое нам необходимо принять, и тогда Шримад Бхагаватам даст плод, который нам понравится. ეს არის ეს განწყობა, რაც აუცილებელია რომ მივიღოთ და მაშინ მოგცემს შრიმად ბჰაგავატამი იმ ნაყოფს, რაც შემდეგ გამოვლინდება. Я должен извиниться, у меня перед глазами нет санскритского текста, но есть литературный перевод и комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Шилы Прабхупады. ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, მე არ მაქვს სანსკრიტული ტექსტი, მაგრამ მაქვს ლიტერატურული თარგმანი და კომენტარები შრილა პრაბჰუპადაზე. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 12, текст 20. შრიმად ბჰაგავატამი მე-6 სიმღერა, 12 თავის მე-20 ლექსი.
А, это общение между великим демоном Вритрасурой и полубогом, царем небес Индрой. ეს არის ურთიერთობა დიადემონურ ლიტერატურას შორის და ნახევარმერთ ზეცის მეფე ინდრას შორის. И согласно Шри Рупи Госвами, нам необходимо настроение, чтобы впитать э, настоящее послание. Часто бывает, что ум ищет знакомые фразы, чтобы самоутвердиться. Но для того, чтобы принять послание, необходимо настроение. И შლა Шила с вами говорит о том, что Триньядапи Суничена, Тарурапи Сахишнуна, Аманина Манадена, Киртаниях Сада Харих. Это настроение должно быть нанизано на нить святого имени, делать из нее гирлянду и носить ее целый день. რუპა გოსვამის თანახმად ამ გზავნილის გასაგებად არის შესაბამისი განწყობის მიღება, რაც არის ტრინადაფის უნიჩინა და რორაპის აჰიშნუნა და ეს განწყობა წმინდა სახელის ძაბზე უნდა იყოს ასხმული. И тогда нам будет понятно, почему Шила Санатана Госвами говорит: «О мое величайшее сокровище, მაშინ ჩვენთვის გასაგები იქნება, რატომ ამბობს შილა სანატანა გოსვამიო, ჩემო უდიადეს საგანძურო, о мое блаженство». ო ჩემო ნეტარება. Итак, мы возвращаемся к культуре взаимоотношений. ახლა ჩვენ უბრუნდებით ურთიერთობის კულტურას. На этом основано все. Мы стали непригодны для отношений в духовном мире, поэтому у нас есть то, что мы имеем сегодня. ამაზეა დაყრდნობილი ყველაფერი. ჩვენ არ გამოვდექით სულიერ სამყაროში ურთიერთობისთვის, ამიტომაც ახლა ის გვაქვს, რაც დღეს გვაქვს. Итак, текст. Ты преодолел влияние иллюзорной энергии Господа Вишну и, обретя свободу, победил свою демоническую природу и достиг положения возвышенного преданного Господа. Это важный текст. Пожалуйста, прочитайте на грузинском языке. თარგმანი. შენ გადალახე უფალი ვიშნუს ილუზორული ენერგია, ასეთი თავისუფლების შედეგად განიგდე დემონური ბუნება და ამაღლებული ერთგულის მდგომარეობას მიაღწიე. Это говорит Господь Индра. ამას ამობს უფალი ინდრა. Это удивительно, какая была предыдущая история. Но сегодня мы видим уже, что энергия вернулась к Господу Индре благодаря этому удивительному преданному в облике демона Вритрасуры. ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ უფალი ინდრას უკვე დაუბრუნდა ენერგია ამ დიადი ერთგულის წყალობით, რომელსაც ვრიტრასურა ჰქვია. Вы когда-нибудь видели, чтобы враг вдохновлял на битву, чтобы ты стал способен победить? ოდესმე გინახავთ, რომ მტერი ამხნოვებდეს ბრძოლაზე იმის გამო, რომ შენ შეგეძლოს მისი დამარცხება. Это тот случай, когда выходит за рамки гун материальной природы. ეს ის შემთხვევაა, რაც გადის უკვე მატერიალური გუნების საზღვრებს. И потому Индра и заявляет: ты преодолел влияние иллюзорной энергии Господа Вишну ამიტომაც ეუბნება ინდრა, რომ შენ გადალახე უფალი ვიშნუს ილუზორული ენერგია и победил демоническую природу. და დაამარცხე დემონური ბუნება. А в чем основа заключается демонической природы? В том, что человек или душа действует по своей прихоти. რაშია საფუძველი დემონური ბუნების? იმაში, რომ ადამიანი ან სული მოქმედებს თავისი ნებით, რაც უნდა იმას აკეთებს. Да, по своей прихоти он развивает демоническое мышление. და ივითარებს დემონურ აზროვნებას. Комментарии его божественной милости Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. Господа Вишну именуют Махапурушей, поэтому
О том, кто стал вайшнавом, говорится, что он достиг положения Махапуруши. Махапуруши был, к примеру, Махараджа Парикшита. Согласно Падмапуране, разница между полубогом и демоном заключается в том, что полубог – это преданный Господа Вишну, тогда как демон в точности наоборот. Вишну бхактах смрито дайва асурастад випараянах. Випараях. Вритрасуру все считали демоном, но на самом деле он без избытке обладал всеми качествами преданного Махапуруши. Тот, кто так или иначе предался Верховному Господу, кем бы он ни был прежде, достигает совершенства. Это становится возможным только потому, что чистый преданный пытается служить Господу, что помогает такому человеку обрести освобождение. Вот почему во второй песне Шримад Бхагаватам 2.4.18 Шукадева Госвами говорит: Кирата хунантра пулинда пукаша абхира шумпа явана хасадая не чапапаят апашрая шраях шутхянти тасмин прабхавишнаве намах. Кираты, хуны, антхры, кулинды, пулкаши, абхиры, шумхи, яваны, представители племен кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа, могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении. Каждый может очиститься, если обратиться за помощью к чистому преданному и будет работать над собой в соответствии с его указаниями. Он очистился и возвысился до уровня Махапуруши, будь он даже Киратой, Антхрой, Пулиндой или кем бы то ни было еще. Омагьяна Тимирандхася Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха. Шри Чайтанья Мано Пиштам Стхапитамина Путале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Тринядапи Суничена Тарорапи Сахишнуна Аманина Манадена Киртаниях Сада Арих Ванчакалпатарупьяшча Крипа Синтхофья Эвача Патитанам Паванебхо Вайшнавебхо Намо Намах. Ты преодолел влияние иллюзорной энергии Господа Вишну и, обретя свободу, победил свою демоническую природу и достиг положения возвышенного преданного Господа. Что очень хотелось бы подчеркнуть здесь, что от нас требуется деяние. აქ მინდოდა ხაზი გამესვა იმისთვის, რომ ჩვენ მოგოთხოვება ქმედება. То есть это путешествие в мир духовный. სულიერ სამყაროში მოგზაურობა. Это значит принять аскезу и выйти за рамки гуны, за рамки гун, из зоны комфорта. ეს ნიშნავს ასკეზის მიღება და გუნების ჩარჩოების მიღმა გასვლა, ანუ კომფორტის ზონის მიღმა გასვლა. Слово «преодолел» означает усилие. სიტყვა გადალახი ნიშნავს ძალისხმევას. И эти усилия должны быть очень серьезные, максимальные, на что способна джива в полной мере. Необходимо показать Кришне: да, Господь, я хочу, и я делаю все, что от меня зависит. Остальное на Твоей милости. ეს ძალისხმევა კი უნდა იყოს მაქსიმალური, რამდენიც სულს შეუძლია რომ გაიღოს. ამით კრიშნას აჩვენებს, კრიშნა მე ყველაფერს ვაკეთებ, დანარჩენი
რაც შემიძლია დანარჩენი შენი წყალობით არის. Но эти усилия здесь сразу же направлены, куда их следует приложить, на победу над иллюзорной энергией Господа Вишну. მაგრამ ეს ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რისკენაც უნდა მიიმართოს, ანუ ღმერთის ილუზორული ენერგიის დამარცხებისკენ. Победа– это сладкое слово. გამარჯვება არის ტკბილი სიტყვა. Она возможна. Шри Кришна в Бхагавад-гите заявляет в конце Бхагавад-гиты, 78 стих 18 главы, там, где присутствует Кришна, властелин всех мистических сил, и Арджуна, величайший из воинов, лучников, там всегда будут изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. და Так, გამარჯვება так заканчивается Бхагавад-гита. გამარჯვება შესაძლებელია და ამ კრიშნა ამ სიტყვებით სრულდება ბჰაგავად გიტა მე-18 თავის 78 ლექსში. რა თქვა მე რომ სადაც არის კრიშნა და კრიშნა ყოველი მისტიციზმის მეუფე და არჯუნა უდიადესი მშვილდოსანი, მაშინ იქ იქნება გამარჯვება, აყვავება, უდიადესი ძალა და მორალი. Представьте себе, как возможно победить демоническую природу. Это гуна, она находится в страсти, это же лавина энергетическая. Возможно ли с ней справиться? და წარმოიდგინეთ, შესაძლებელია რომ დავამარცხოთ ამ გუნას, რომელიც ვნებაშია, როგორ შეიძლება ის და მისი დამარცხება. Только по милости Верховной Личности Бога. მხოლოდ უდენაესი უფლის წყალობით. Для этого Шри Кришна упростил нам задачу, и он явился к нам как Чайтья Гуру, он в сердце нашем постоянно, и как Дикша Гуру, вне воплощенный в теле. კრიშნამ გაგვიმარტივა ეს და ამიტომაც მოევლინა როგორც შაიტია გურუ ჩვენს გულში და დიქშა გურუ სხეულში პიროვნების. Помимо этого еще он дал две ступени – Шикша Гуру и Вартана Прадакшика Гуру. ამის გარდა მან მოგცვა შიქშა გურუ და ვარტმა პრადაქშიკა გურუ. И все эти гуру или учителя наши, они нами почитаемы. და ყველა ეს გურუ ან ჩვენი მასწავლებელი ჩვენგან პატივისცემის ღირსია. Они достойны почитания. ისინი პატივისცემის ღირსნი არიან. И я сейчас хочу использовать время нашего общения, чтобы выразить свое глубочайшее почтение Амбариши Прабху. ახლა კი ჩვენი დრო მინდა დავუთმო იმას, რომ ჩემი უდიდესი პატივისცემა გამოვხატო ამბარიშა პრაბუს მიმართ. Это удивительный преданный воин. ეს არის საოცარი ერთგული მეომარი. Он был преданным воином. ეს იყო ერთგული მეომარი. Это самое лучшее его проявление было тогда, когда были аскезы. და მისი საუკეთესო გამოვლინება იყო მაშინ, როცა ასკეზები იყო. И он очень сильно заскучал, когда они стали меньше. და ძალიან მოენატერა, როცა ეს ასკეზები შეცოტავდა. Нам его можно сказать, даже последователям его очень не хватает. ჩვენ როგორც მის მიმდევრებს შეიძლება ითქვას, ის ძალიან არ ყოფნის. Нам необходимо научиться жить в мире и проповедовать Святое Имя. ჩვენ აუცილებელია ვისწავლოთ მშვიდობაში ცხოვრება და წმინდა სახელის ქადაგება. И, разумеется, здесь это в какой-то мере и относится и к нам. Здесь говорит Господь Индра, победил свою природу и достиг положения возвышенного преданного, в каком бы мы ни находились.
состоянии мы должны по милости духовного учителя и Господа трансформироваться так, чтобы быть пригодным в этой эстафете проповеди святого имени. ეს ინდრა რაზეც ამბობს ჩვენს გვეხება ინდრა ეუბნება შენ გადალახე მატერიალური ილუზორული გავლენა და გახდე წმინდა ერთგული ჩვენს რა მდგომარეობაში უნდა ვიყოთ უნდა გადავლახოთ ეს ილუზორული ენერგია რათა გავხდეთ გამოსადეგი ამ ესტაფეტაში. Согласно Падмапуране, разница между полубогом и демоном заключается в том, что полубог– это преданный Господа Вишну, тогда как демон в точности наоборот. პადმა პურანას მიხედვით განსხვავება ნახევარმღმერთსა და დემონს შორის ის არის, რომ დემონი ღმერთის ერთგული, ნახევარმღმერთი ღმერთის ერთგულია, ხოლო დემონი პირიქით. И вот дальше очень интересный момент, если Шрила Прабхупада говорит, в Ритарасуру все считали демоном, но на самом деле он в избытке обладал всеми качествами преданного Махапуруши. საინტერესო რამის ამბობს შემდეგ პრაბჰუპადა, რომ რიტრასურა ყველა დემონად თვლიდა, მაგრამ სინამდვილეში ის სავსე იყო ერთგულის მაჰაპურუშას თვისებებით. И здесь очень уместно вспомнить о том, что Шрила Прабхупада заявляет, наша ценность не определяется тем, что о нас думает окружающая среда. Она определяется только тем, в чьих глазах мы хотим быть достойными. და აქ უნდა გავიხსენოთ შილა პრაბჰუპადას სიტყვები, რომ ჩვენი ფასებულობა არ განისაზღვრება იმით, ვინ როგორ გვიყურებს და ვის თვალში როგორი ჩანვართ. ჩვენი ფასებულობა განისაზღვრება იმით, ჩვენ ვის თვალში გვინდა რომ ღირსეულები ვიყოთ. Да, и только так, по-другому нельзя. Это возможно, если мы попытаемся преобразоваться, получить новое воспитание. ეს მაშინ არის შესაძლებელი, როცა შევეცდებით, რომ გარდავისახოთ და ახალი აღზრდა მივიღოთ. То есть оказаться в роли ученика. ანუ მოსწავლის როლში თუ აღმოჩნდებით. И Шрила Прабхупада говорит, это становится возможным только потому, что чистый преданный пытается служить Господу, что помогает такому человеку обрести освобождение. შოპრაპადა ამბობს, რომ ეს მაშინ ხდება, როდესაც წმინდა ერთგული ცდილობს უფალს ემსახუროს და მაშინ ის ეხმარება, რომ გათავისუფლება მოიპოვოს. А что за положение у чистого преданного? და რა მდგომარეობა აქვს წმინდა ერთგულს? У него постоянная прописка в духовном мире. მას სულიერ სამყაროში მუდმივი საშვი აქვს. И все, что в духовном мире, он также в доле. და რაც სულიერ სამყაროშია, ისიც წყილშია. И самое удивительное, он отличается от нас тем, что свободен. და ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ის ჩვენგანი მით განსხვავდება, რომ თავისუფალია. И очень заметно, что материальный мир со всеми его дешевыми побрякушками, он как-то не привлекает его. და საინტერესოა ძალიან, რომ მატერიალური სამყარო, რომელიც სავსეა ამ იაფფასიანი რაღაცეებით, ეს არის ზიდავს მას. Потому что он обладает настоящим сокровищем. რადგან ის ფლობს ნამდვილ საგანძურს. Он находится в прямых взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. ის იმყოფება პირად ურთიერთობებში უზენაეს უფალთან. Может ли для него какое-то ограничение? შეიძლება მისთვის რაიმე შეზღუდვა იყოს? Нет. არ. Но самое удивительное, что он имеет полномочия и право, и желание მაგრამ ყველაზე საოცარი ის არის, რომ მას აქვს უფლება, მოსილება, ნება და სურვილი, сделать для нас что-то значительное. რომ ჩვენთვის გააკეთოს რაღაც ღირებული.
И эта значительность одна — духовный мир. და ეს ფასეულობა არის ერთი, სულიერი სამყარო. Мы с вами делали маленькие эксперименты, такие, говорят, признать себя душой. Я душа. И действительно чувствуешь себя душой. ჩვენ ვცდილობდით პატარა ექსპერიმენტების გაკეთებას, მაგალითად, როცა ვამბობთ მე სული ვარ და ამ დროს მართლა გრძნობ თავს სულად. Но материальный мир сбивает нас с этих волн. მაგრამ მატერიალური სამყარო გვაგდებს ამ ტალღებიდან ისევ. И задача в том, чтобы привыкнуть к новому положению, что это не эпизод, это не мгновение, а постоянная величина, ощущать себя душой. და ჩვენი ვალია რომ მივაჩვევთ ამ მდგომარეობას, რომ ეს არ არის უბრალოდ წამი, არამედ მუდმივად სულად უნდა ვგრძნობდეთ თავს. Вот об этом говорится, что он достиг положения Махапурушьи. და ამაზეა ნათქვამი, რომ მან მიაღწია მაჰაპურუშას მდგომარეობას. Какое определение Махапуруши? Например, в Бхагавад-гите говорит Господь, есть 9.27. რა განმარტებას ამბობს ბჰაგავად გიტაში უფალი 9:27-ში მაჰაპურუშასი. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, предлагал или отдавал, какую бы тапасию ни проходил, делай как подношение мне, говорит Господь. რასაც არ უნდა აკეთებდე, რასაც არ უნდა ჭამდე ან სთავაზობდე, რა ტაპასიასაც არ უნდა ასრულებდე, ეს ყველაფერი გააკეთე როგორც ჩემდამი ძღვენი შესაწირი. Это принесет Верховной Личности Бога удовлетворение. და ეს უზენაეს უფალს დააკმაყოფილებს. И вот в Бхагавад-гите есть такой интересный стих, как «Тадвидхи пранипатена парипрашнена севая», да? И вот здесь как раз тот случай, когда удовлетворенное сердце Кришна благословляет нас. ბჰაგავად გიტაში არის ასეთი ლექსი ტადვითი პრანიპატენა, ანუ ეს ნიშნავს, რომ დაკმაყოფილებული გულით კრიშნა უკვე წყალობას გვაძლევს. Стать Махапуруши — это не означает, что все зависит от нас. გახდე მაჰაპურუშა არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი შენზეა დამოკიდებული. От нас зависит только 50%. ჩვენზე მხოლოდ 50%-ია დამოკიდებული. И очень важно все 50 с радостью пожертвовать ему. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მთელი 50% სიხარულით გავიღოთ მის დამი. Это наши 100%. ეს არის ჩვენი 100%. И вот тогда естественным образом мы перешагиваем, как говорится, влияние иллюзорной энергии Господа Вишну. და მაშინ ბუნებრივად გადავაბიჯებთ უფალი ვიშნუს ილუზორულ ენერგიას. Как возможно перешагнуть через такую сильнейшую энергию? როგორ შეიძლება გადავაბიჯო ასეთ ძლევამოსილ ენერგიას? Только по милости владельца этой энергии. მხოლოდ ამ ენერგიის მფლობელის წყალობით. И вот Шрила Прабхупада здесь очень интересные вещи говорит. Смотрите, пожалуйста. Он перечисляет из второй песни Шримад Бхагаватам, Шукадева Госвами заявляет, что кираты, хуны, антхры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумхи, яваны, представители племен кхасов. И потом говорится, смотрите, и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря бесконечному могуществу Господа, могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. საინტერესო რომ მოყავს შრილა პრაბჰუპადას შუკადევა გოსვამის სიტყვები კომენტარებში, სადაც ჩამოთვლილია სხვადასხვა პიროვნებები და ბოლოს ეს არის ნათქვამი, რომ ვინც ჩაფლულია ყველანაირ ცოდვაში, მათაც კი შეუძლიათ უდანესი უფლის წყალობით გადალახვა ამ ილუზორული ენერგიის. Итак, к какой-то из этих категорий мы принадлежим сегодня. რომელიღაც ამ კატეგორიებიდან ჩვენ მივეკუთვნებით დღეს, ვინც აქ ვართ. И Шрила Прабхупада гарантирует в своих комментариях, что
Для нас это тоже возможно. შლა პრაბჰუპადა გარანტირებას გვაძლევს თავის კომენტარებში, რომ ჩვენთვისაც არის ეს შესაძლებელი. Это возможно только при наличии покровительства его преданных. და ეს შესაძლებელია მხოლოდ მისი ერთგულების მფარველობა თუ გვაქვს მასში. И есть одно очень важное условие. და არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა. Я в почтении склоняюсь перед ним. Вернее, не так. Я склоняюсь перед ним в глубоком почтении. მე მოწიწებით ვიხრიქეთ მის წინაშე. Итак, в великом почтении. უდიდესი В მოწიწებით. глубоком почтении. ახლა Это значит признать его. ეს ნიშნავს მის აღიარებას. Это значит признать его хозяином своего сердца, разума, ума, тела. ეს ნიშნავს, რომ მას ვაღიარებთ ჩვენი გულის, გონების, ჭკუის, სხეულის პატრონად. В глубоком почтении это значит, есть одна формула, которой мы пользуемся. Я для тебя. ღრმა მოწიწებით ნიშნავს, რომ არის ერთი ფორმულა, რომელსაც ვიყენებთ. მე შენთვის ვარ. И дальше Шрила Прабхупада говорит, каждый может очиститься, если обратиться за помощью к чистому преданному. და შემდეგ И будет работать над собой в соответствии с его указаниями. შლოპროპადა ამბობს, რომ ყველას შეუძლია გაიწმინდოს თუ მიმართავს წმინდა ერთგულს და მისი მითითების მეშვეობით იმუშავებს საკუთარ თავზე. Итак, вывод один. Нам необходимо признать, предаться, трудиться целеустремленно, чтобы лень не давлела над нами, и мы достигнем милости Господа. ასე რომ დასკვნა ერთია, ჩვენთვის აუცილებელია ვაღიაროთ, მივენდოთ, ვიშრომოთ, მიზანდასახულად შეუპოვრად ვიმსახუროთ და მაშინ მივახცევთ უფალს. Слово демон, да, какое к этому может быть отношение, к этому слову? სიტყვა დემონი, რა დამოკიდებულება შეიძლება გქონდეს ამ სიტყვასთან? И тем не менее в устах Господа Индры сейчас звучит великое уважение. და ამის მიუხედავად ინდრას სიტყვებში ჟღერს ძალიან დიდი პატივისცემა. Потому что Вритрасура он проявил себя Махапурушей. რადგან ვრიტრასურამ გამოავლინა თავისთავი როგორც მაჰაპურუშა. Удивительно. საოცარია. Поэтому слово – это упаковка. Важна начинка. ამიტომაც სიტყვა ეს არის შეფუთვა და მთავარია რას ვდებთ ამ სიტყვაში. Если мы даже плохое слово говорим с любовью, оно не несет с собой оскорбительную суть. თუ ცოტ სიტყვას სიყვარულით ვიტყვით, ის შეურაცხყოფილი არსი არ ექნება მას. Я уверен, что у каждого присутствующего есть подобный опыт, когда он слышал что-то вроде бы непотребное, но его это не оскорбляло и не обижало. ვფიქრობ, ყოველ თქვენგანს აქვს ესეთი გამოცდილება, რომ შეიძლება მოესმინა რაღაც ცუდი სიტყვა, მაგრამ არ სწყენოდა, არ ეგრძნო თავი შეურაცხყოფილად. Например, мама может сказать своему сыну «Маймуни». Просто, да? მაგალითად, დედამ შეიძლება თავის შვილს უთხრას მაიმუნი ხარ. Ах ты, обезьяна. Да. И самое интересное, что сын не обижается на это. და ყველაზე საინტერესოა, რომ შვილი არ სწყინს ეს. Почему? Потому что начинка, любовь. რადგან შიგთავსი სიყვარულია ამ სიტყვის. Основное это то, что указание на поведение, и не более того. დანარჩენი უბრალოდ ქცევაზე მინიშნებაა და მითითებაა და მეტი არაფერი. А начинка – любовь. მაგრამ შიგთავსი სიყვარული. Поэтому наша задача научиться видеть даже в своем враге достоинство. მაგრამ ამიტომაც ჩვენი ვალია, რომ ჩვენს მტრებშიც კი ვისწავლოთ ღირსებების ნახვა.
И полубог Индра сейчас дает нам пример. და ნახევარ რომ ერთი ინდრა ახლა ჩვენ მაგალითს გვაძლევს. Пример великодушия, დიდსულოვნების მაგალითს, трезвости разума გონების გონების ნათელი გონების მაგალითს и почитания высшей этики. და უმაღლესი ეთიკის პატივისცემის მაგალითს. Наша задача какая? Попробовать пропитаться этим настроением. და ჩვენი ვალია რომ ვეცადოთ ეს განწყობა შევიწოვოთ. Давайте прочитаем текст, как будто это говорит Индра. მოდი ახლა წავიკითხოთ ეს ტექსტი, თითქოს ამას ინდრა ამბობს ისე. Как детей учат с выражением. Помните, да? როგორც ბავშვებს ასწავლიან გამოხატვის საკითხს. Очень интересно. ძალიან საინტერესოა. Ты преодолел влияние иллюзорной энергии Господа Вишну и, обретя свободу, победил демоническую природу и достиг положения возвышенного преданного Господа. Как звучит, а? როგორ ჟღერს? Верно? Это изречение от Царя Небес. ეს ამას წარმოთქვამს ზეცის მეფე. То есть это дает соответствующее впечатление. და ეს იძლევა შესაბამის შთაბეჭდილებებს. Именно впечатление рождает влияние. და ზუსტად შთაბეჭდილებები ბადებს გავლენას. И влияние мотивирует нас на деяние. გავლენა კი მოტივირებას გვაძლევს ქმედებებზე. Поэтому наша задача искать впечатления, ამიტომაც ჩვენი ვალია რომ შთაბეჭდილებები ვეძებოთ. достойные впечатления. ღირსეული შთაბეჭდილებები. И тогда будет у нас мотивация стать чистым, преданным Верховной Личности Бога. და მაშინ ჩვენ გვექნება мотивация გავხდეთ უზენაესი უფლისწმინდა ერთგულები. Харе Кришна, благодарю вас за такое удивительное, красивую тишину. Я уверен, что, по крайней мере, тех, кого я вижу на экране, они все живые и полны интереса к духовной практике. აქ დავასრულოთ მადლობას გიხდით ყველას ეს საოცარი სიჩუმისთვის. დარწმუნებული ვარ, ვისაც აქ ხედავ, ყველა გსავს საინტერესით სულიერი პრაქტიკისადმი. Я благодарю вас. Шриле Прабхупаде слава, а вам счастья желаю. მადლობას გიხდით, შილა პრაბჰუპადას დიდება, თქვენ კი ბედნიერებას გისურვებთ. Я попрошу вас какую-то дать обратную связь, чтобы можно было обогатить наше общение таким образом, когда вы говорите о том, какие впечатления забираете с собой, мы видим то же самое уже с многих других граней, которые реально присутствуют сегодня. ახლა კი მოგთხოვთ უკავშირს, რომ გააზიაროთ რა შთაბეჭდილებებს წაიღებთ, რადგან როცა აზიარებთ, სხვადასხვა მხრიდან ვხედავთ ამ ყველაფერს, სხვადასხვა გრადაციებს ვხედავთ, რომლებიც აუცილებლად არის. С чем вы покинете сегодняшнюю встречу? რითი დავუვებთ დღევანდელ შეხვედრას? Пожалуйста. ხოთ, Если это возможно. თუ ეს შესაძლებელია. Да, Вишну Шакти Прабху, пожалуйста, с удовольствием слушаю. Харе Кришна, дорогие преданные, все примите мои поклоны. Парджания, правильно называю? Парджания Махарадж. Yes, sir. Окей. Спасибо вам за лекцию, я второй раз вас слышу. Мне очень нравится ваш стиль. Он такой возвышенный, эмоционально наполненный. Я просто наслаждаюсь, когда слушаю вас. Спасибо, дорогой. Это заряд на весь день. Невзирая на то, что вы еще, как говорите, нездоровы, вы, наверное, сами даете всем остальным здоровье, в том числе эмоциональное. У меня вопрос есть.
Да, если я смогу, отвечу. Да, вот здесь в тексте говорится бхавам, то есть пословный перевод настроения, а в переводе Шиларупада говорит, что победил свою демоническую природу. Именно под этим словом зашифрована демоническая природа. Вот Да. мне интересно вот это вот толкование, почему демоническая природа здесь обозначается как некое настроение. Окей, хороший вопрос. На самом деле у санскрита есть множество значений слов. Слово «пхава» в идеальном его понимании означает «вкус». Поэтому, когда проявляется демонический вкус, это и есть пхава. Почему и обозначается это? Пхава на самом деле означает природа, его настроение. То есть Шримад Бхагаватам в первой же песне, в первой части, стих не помню, там говорится о том, что есть 4 стадии для того, чтобы возвыситься. Это первое, мы должны проявлять энтузиазм. Плюс к энтузиазму, второе, мы должны получить наставление или вектор от духовного учителя. Это приводит к третьей стадии. Вовлеченность приходит сразу, потому что проявление нового вкуса, это которое нравится. И четвертая стадия – это бхава, или вкус, или начальная стадия любви к верховной личности Бога. То есть естество наше духовное проявляется. Здесь и говорится как раз, что ты преодолел иллюзорную энергию Бога. Вот в переводе, да? И потому ты победил свою демоническую природу, то есть свою пхаву, свабхаву. Каким образом? Преданностью своей. В 10 главе Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада в 17 стихе он говорит, что если мы обретаем два качества – покорность верховной личности Бога и преданность, он говорит, что мы обретаем даршан верховной личности Бога. Невозможно обрести даршан и не изменить свою свабхаву. Дхрува Махарадж – это полное такое олицетворенный пример, как меняется эта бхава. У Дхрувы Махараджа были очень корыстные мотивы в своей медитации, верно? Но когда Кришна дал ему свою милость, у него все изменилось мгновенно. Итак, мы губка, мы впитываем среду, в которой вращаемся. Главное, нам остается выбор, чем пропитаться. Это важно. Этим выбором воспользоваться в должной мере. И вот когда здесь мы слышим именно бхава, это означает, что меняется вкус. У меня такой ответ на ваш вопрос. Большое спасибо, Хари Кришна. Это каким-то образом отвечает на ваш вопрос? Да, 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 исчерпывающе. Спасибо большое. Благодарю вас. А чьи еще впечатления, вопросы могут прозвучать, пожалуйста? М. კიდევ ვისურს რომ გააზიაროს შთაბეჭდილებები ან შეკითხვები. Харе Кришна. Харе Кришна. Аматачи Харе Кришна. Мне очень понравилось, что вы сказали, что наша задача видеть даже в своем враге великого преданного Бога. И это Достоинство. очень меня как-то сподвигло, да, на то, чтобы видеть в каждом Бога и никого, как говорится, не осуждать, а всех только воспринимать как частичку Бога и понимать, что это обучение
у нас идет. Харе Кришна. Я очень рад, что именно этот факт у вас, ну, вызвал впечатление, потому что именно это является корнем этого стиха. Нам необходимо научиться видеть достоинство в любом другом живом существе. Кришна не брезгует находиться ни в одном теле. У нас есть ли причина не признать это? Нет. Он не брезгует находиться ни в одной форме жизни. Поэтому, когда речь идет о Махапуруше или о преданном высокой категории, он, значит, признал одну главную вещь – «Ишавасям идам сарвам», что все принадлежит здесь Богу, и мне ничего не принадлежит здесь. Главное, что он осознал это, и что бы с ним ни произошло, он считает это нормальным явлением. Потому что не он сценарист, не он режиссер, а он только игрок на сцене для удовлетворения Верховной Личности Бога. Спасибо вам большое. Кто Благодарю. еще? Да, вам спасибо. Кто еще готов проявить свое отношение к тому, что было? Пожалуйста. Я хочу. Харе Кришна. Да, пожалуйста. Можете нам пополнить, пожалуйста, все срочки, брат Падик. Мне вот понравился, вот как вы отвечали, что Шрила Прабхупада в своих комментариях, да, говорит, что не все относятся к разным категориям грешников, да. И вот я уловил тот факт, что вы это произносили таким образом, что когда улыбались, да, внимание, если я не ошибаюсь, что даже мы, да, являясь таким грешником, имеем такой шанс, помимо Шри Прабхупады. Это один вопрос, который мне понравился. И второй, самовыражение слов, да, что слово это упаковка настроения, с каким передает личность, это начинка, да, это тоже уникально. И третий, мне понравился у вас это математика, да, как 50% является 100%, да. Харе Кришна, вам большое благодарность и хорошего дня вам желаю. Я благодарен. Дело в том, что не все я услышал. У вас как-то, видимо, гаджет, он немножко искажал звук. Может быть, только для меня, я не знаю. Но я понял одно, что есть причина обратиться к преданному служению и почувствовать результаты преданности. Очень важный момент. Именно не умом понять, а реализовать на практике, как это работает. Можно понять, как действует автомобиль, но если у вас нет личного опыта, вы так и не будете уметь водить машину. Поэтому хорошая гьяна, она важна. Но вместе с хорошей вигьяной это лучше. Хорошая гьяна, она способствует хорошей вигьяне. И в этом случае все вопросы исчезают. Все. Потому что это становится руководством к повседневной жизни нашей. То есть прямым путеводителем. Я благодарю вас за выступление. Харе Кришна. Ванинатха Васу Прабху, пожалуйста. Вы с нами? Ваша рука висит. Ванинатха Васу Да-да, Прабху. простите, да-да-да, я прошу прощения, да. Ага. Спасибо большое, дорогой Парджани Махарадж, за вашу лекцию, за вашу подачу, удивительную, трогающую сердце просто. Да. А чем она удивительна?
Вы просто, вы знаете, вы подбираете нужные слова, и вот эти нужные слова, которые вот, это очень важно, чтобы ну, просто не просто говорить, что у тебя есть, но еще говорить для того, чтобы людям это было понятно, и это было как можно более доступно, и как бы форма называется. Есть как бы содержание, есть форма. Вот эта ваша форма, она очень привлекательна. Спасибо вам большое. Благодарю, это просто ответственность, больше ничего. Ну, это так или иначе ответственность, да, и плюс еще способность какая-то, может, должна быть, наверное. Я хотел сказать пару слов и спросить, вот, как вы на это смотрите. Есть такой вот такой подход к святым людям, когда человек смотрит на святого, читает прославление святого или еще чего-то, но при этом он как бы остается сторонним наблюдателем. Он приходит, выражает почтение, может падать ниц, может говорить очень много хороших слов, но при этом в его сердце как бы остается такое понятие, будто бы, ну, это святой человек, мне до него далеко. Я не могу как бы быть таким. И поэтому ему все, что остается, он просто остается сторонним наблюдателем. И вот как мы можем избежать вот в нашей жизни, чтобы это стало не святой, он же для чего? Для того, чтобы показывать пример, и мы могли идти по его стопам, этих святых. Это одно из ангельного служения, идти по стопам предыдущих ачарьев. А вот иногда бывает так, что ну, преданные начинают, отстраняются как-то от этого и чувствуют себя неквалифицированными идти по этому пути. Вот как этой ловушки избежать? Здесь, на мой несовершенный взгляд, есть две вещи, на которые следует обратить внимание. Первое – это утрата мотивации, когда огонь в сердце перестает гореть. И тогда наступает вторая фаза. Я дам немножко такой аллегоричный ответ, и вы его поймете, надеюсь. Есть такая притча «Монах и бес». Однажды путешествующий монах забрел в большую деревню и увидел храм и решил зайти в храм помолиться. И когда он зашел, он увидел, что на кафедре бес в одеждах священника проповедует. Очень удивился, спрятался за колонну и начал очень внимательно слушать. И чем дальше он слушал, тем больше удивлялся, что все, что говорил бес, абсолютно все было по Писаниям. Закончилась проповедь, люди стали расходиться. И когда все ушли, он вышел из-за колонны и сказал: «Ты бес, я узнал тебя». «Да», — сказал бес, — «это я». «Но ты проповедовал чисто по Писаниям. В чем твоя фишка?» Бес, польщенный, улыбнулся и сказал: «Спасибо. Но в чем твоя фишка? Ты же бес». А фишка в том, что я проповедовал без любви, без сострадания. Никто следовать этой проповеди не будет. Это мой ответ на ваш вопрос. Мы подвержены влиянию гун природы, так называемой отстраненности. Есть пхалгу вайрагия и юкта вайрагия. Есть отречение, оно духовно сияющее, а есть ложное отречение, которое это сияние не издает. Поэтому вот мой ответ на вопрос. Нет вдохновения от проповеди.
никто не пытался зажечь вашу искру внутри вашего сердца, значит, это была бесполезная проповедь, бесполезная, почти бесполезная трата времени. Поэтому, когда я прихожу, допустим, на какую-нибудь лекцию, да, ни в коем случае я не осуждаю, но я вежливо ухожу, чтобы не становиться причиной беспокойства ни для проповедника, ни для окружающих. В это время я могу заниматься чем-то еще, если я хочу. Важно, какое ваше собственное настроение. Такой мой ответ вам. Это просто замечательный ответ. Или очень, очень замечательный ответ. Он, ну, я сказал бы, в десятку просто. Ну, спасибо огромное. Вы И вам просто, ну, как, спасибо. И вам спасибо. Важно, чтобы прикоснуться к Богу, понимаете? Это, если этого не происходит, какой смысл затевать эти игры? просто Если я спасибо. сегодня в роли экскурсанта или экскурсовода, я же должен, обязан даже просто привести к тому месту, где впечатление рождается. А если я этого не сделал, тогда получается это мертвый экскурсовод. Значит, мы побывали где? На кладбище. Получается так. Да. У меня такое представление об этом. Примите мои нижайшие поклоны, дорогой И Джимми вам, Махарадж. вам Спасибо большое. почтение выражается. Харе Кришна, спасибо. Чем еще можете порадовать? Пожалуйста, чьи руки я не вижу. Почему? Вам не интересно. Тогда вы мне просто скажите, больше не приходить, и все, я сделаю это. Буду отказываться. Нет желающих? Ладно, тогда примите, пожалуйста, мое признание, мою благодарность за нашу встречу. Шримад Бхагаватам достоин прославления. Слава Шримад Бхагаватам. Шриле Прабхупаде слава. И вам счастья. Харе Кришна. Благодарю вас за эту встречу. Харе Кришна. Пардани Махарадж Прабху ки джай. Ой. Вся слава Шриле Прабхупаде и преданным. Харе Кришна. Спасибо. Спасибо большое.